Все, что вы перечислили, это все актуально, и все эти варианты имеют место быть в зависимости от настроения, от обстановки. Где-то, может быть, в дороге едешь, там это в голове созревает, может быть, и голосом пропето. Где-то при игре на инструменте, возможно. В наше время, конечно, записывается на компьютере, так как уже эти ноты можно уже распечатать сразу и дать исполнителям, поэтому это упрощает процесс. Было в детстве, первое самое сочинение у меня было именно так пришло во сне. Нет, не длинное, это в детстве было, песенка. Сейчас я не хочу это изображать. Не три, там такая народная песенка, такая, про соловья. Мне было лет 6, наверное. Это, конечно, не настоящее искусство. Но вы не слышали? Я слышал. Это все, да, это на основе каких-то штампов. Пока то, что я слышал. Я, конечно, сторонник того, что искусством занимались люди, а не машины. А почему? Потому что изначально искусство создавалось посредством передачи человеческих эмоций. Конечно, электронную музыку теперь уже не отличить человеческое от компьютера, потому что все равно человек на компьютере, когда пишет, он создает уже синтезированный звук. Но при игре на живых инструментах это уже не пройдет такой фокус. Возможно, но это уже как раз тот случай, когда человек использует технологии, но создает свое произведение сам. Это уже другое дело, да. В чем-то, может быть, компьютер может упростить задачу, помочь чем-то. Это на самом деле сложный процесс. Редко, когда люди ходят, сами предлагают. От стечения обстоятельств зависит. Где-то как раз требуется, допустим, какая-то музыка. Или как заказ просят написать. Я думаю, у каждого индивидуально. Кто-то склонен. Даже среди моих коллег, профессиональных композиторов, кто-то как раз хорошо пишет именно для роликов, для рекламы, для фильмов. Кто-то пишет чисто для живых инструментов. Кто-то все сочетает, но все равно у каждого композитора какая-то своя сфера, да. На данный момент, как я сказал, у каждого своя сфера. У меня пока больше именно оркестровая музыка, театральная музыка. Поэтому пока такой мысли не было. С разных сторон туда шел. Я раньше нотным набором занимался. Нотный набор – это оцифровка нот, написанных от руки в компьютерный вид. И причем это же получается не просто печать, еще какая-то редакция, потому что что-то может быть там стерто, что-то непонятно, неразборчиво написано. И в итоге тут получается и редакторская работа подключается. То, что одно из больших сочинений отреставрировано мной, это музыкальная комедия Джавдата Файзи «Худжа Насертин». К сожалению, много частей, фрагментов было утеряно в Камаловском театре. Связано, наверное, с многими факторами. И переезд из здания в здание, и новые постановки, где номера сокращались, там больше уделялось внимание драматическому действию. И так получилось, что сохранились очень малое количество номеров, и часть из них там начало, конец. И по материалу, который нам дал Фуат Абибакиров, руководитель оркестра Камаловского театра, по этим рукописям
по оркестровым голосам, вот я восстановил партитуру. Я, конечно, вот как представитель классической музыки, больше тяготею именно к татарской романтической музыке, чьими представителями вот является Яхин, Насыпов и остальные классики наши татарские. Я их очень люблю, ценю. Несомненно, Софья Губайдуллина считается композитором мирового масштаба. И у нее есть такие глобальные сочинения, понятные как людям в любой точке мира. Но это, конечно, стиль такой авангардный. Он не для всех, так скажем. Но то, что выдающийся композитор, я с этим не поспорю. Айдар Гайнуллин тоже, у него свой стиль, тоже очень интересное направление, считаю. Ну, баян, почему нет? Баян — это инструмент с широкими возможностями, если его правильно использовать, не на примитивном уровне. Но то, что я национальный композитор и таким себя считаю, это действительно так. Но это не значит, что музыка национального композитора может быть совсем непонятной для других, для носителей других культур. У меня сочинение для струнного оркестра исполнялось в Чили оркестром Чили, оркестр Марго Марго называется. Очень интересное было исполнение. Они, конечно, по-своему немножко трактовали музыку, но в целом не отходя от основного замысла. Когда речь идет о Яхине, в первую очередь у меня звучит фортепианный концерт фа минор. Очень такое, несмотря на то, что он написал еще в студенческие годы, очень зрелое произведение, исполняется по всему миру пианистами, с различными оркестрами. Я считаю, это выдающееся произведение. Ну и, конечно, романсы Яхина всем известны. Они также включены даже в программу конкурса имени Чайковского в Москве. То есть это достойное сочинение для профессионального репертуара, но понятное для простого слушателя. Моносыпова чуть сложнее, у него стиль более такой уже, не то что академический, уже, во-первых, он помоложе был, чем Яхин, у него уже прослеживается традиция европейской симфонической музыки, где уже гармонии очень диссонантные, такие пряные. Не всем могут понравиться с первого взгляда. Вокальный симфонический цикл в ритмах Тукая, там очень интересное сочетание традиционализма и новаторства. Там вот и стили сочетаются. Там, причем моменты от эстрадной музыки, джазовой, роковой, сочетаются со старинными татарскими песнопениями. И еще это все обернуто в такую академическую форму. У нас демократия, каждый выбирает свой стиль. Но любое, не только музыка, любое искусство, и не только даже еда, может человеку понравиться с первой пробы, так скажем. А может чуть позже человек оценить весь вкус. Чтобы понять классическую музыку, ее не надо пытаться сразу анализировать. Нужно слушать и чувствовать. То есть получать от этого удовольствие. Просто не пытаясь разглядеть какие-то детали. Может быть, но я как-то к этому не стремлюсь вообще в процессе написания. Потому что, как скажем, я в процессе написания музыки об этом не думаю.
То есть я стараюсь писать то, что мне нравится, то, что нравится моим слушателям. Но насчет вклада, это уже вообще отдельный разговор. Это уже вопрос времени, во-первых. Это мы сейчас не можем говорить, насколько моя музыка, допустим, ценна для человечества. Это только уже потом какие-то поколения могут оценить, могут не оценить. Это все нормальное явление. А то, что касается своего региона, это, как сказать, это то, к чему я с детства стремился. Я родился, вырос в Санкт-Петербурге, далеко от татарской культуры. И я мечтал попасть в Казань, и быть в татарской среде. И вот я эту свою мечту осуществляю. Нет, почему не нравилось? Нравилось, но меня тянуло к своим, да. А культурная столица татарского искусства – это Казань. Вот этот момент есть. Да. Петербург я очень люблю, и люблю ездить, так скажем, на родину. Но у меня родина как Петербург, так и считаю, что Казань, так как это родина наших предков. Возможно, но я выбрал другой путь. Для меня более интересный путь. Я сейчас и себя вот в разных сферах музыки пробую, и работаю в разных сферах. Это интересно. То есть не замыкаясь на одном узком направлении. Все-таки, наверное, своими, но все равно как-то примеряя на то, как это будет слышаться из зала, то есть рядовой слушатель как будет воспринимать. А также немаловажно для меня восприятие музыкантами, теми людьми, кто будет исполнять. Поэтому в партитуре все должно учитываться. И в удобстве исполнения, и особенности музыкальных инструментов, и тембровые возможности, технические возможности. Да, никому не играю, потом уже даю исполнителям, музыкантам. Люблю музыкальные инструменты и стараюсь на всех инструментах играть, поэтому я, как правило, прочувствую сам руками и как бы представляю, как звучать и как будет исполнитель. Тяжело будет ему, легко будет в этот момент.